Это по-китайски «здравствуйте». Так приветствуют друг друга спортсмены УШУ. Этим видом боевых искусств Никита Титов начал заниматься с 4 лет. Настояли родители. Затем увлекся и сам. Говорит, самое интересное – это результат. Сейчас Никите 22 года. Он чемпион мира по УШУ. Этот вид спорта очень шикарный. То есть даже посмотришь на него, и такая грация, где-то есть агрессивность, где-то крики, прыжки, оружие, то есть очень большая разновидность оружия. И вот как раз-таки вот этим и зацепило меня. Палки, нунчаки, алебарды, мечи – все эти виды оружия используются в УШУ. Тренировки и соревнования проходят со спортивными безопасными экземплярами. Упражнения больше похожи на красивый танец, но это только на первый взгляд. Это меч с односторонней заточкой. Самое распространенное оружие УШУ дао. Состоит из лезвия, гарды, рукояти и платка из китайского шелка, который, по одной из легенд, служит для отвлечения врага во время боя. Благодаря гибкому лезвию для большего эффекта во время выполнения упражнений издает характерный звук. Несмотря на то, что сейчас это спорт, УШУ изначально вид боевого искусства. И задача тренера не только научить ему, но и объяснить ответственность применения этих знаний. Спортсменам мы разъясняем, что те движения, которые вы делаете, это все боевое направление. Мы стараемся показать, где и как они могут применить данный прием какой-то. В начале марта в Москве прошел чемпионат и первенство России по традиционному УШУ. Наша сборная привезла 28 медалей. Ребята недавно вернулись с чемпионата и первенства России по традиционному направлению УШУ, кунг-фу 22 года в составе 28 спортсменов и принесли в общую копилку 28 медалей, 11 из которых золотые. Уже через 2 недели чемпионат России по УШУ ТАО. Тренировки станут интенсивнее. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.